С нашей республикой Владимира Жириновского связывали теплые отношения. Он неоднократно приезжал в Коми, общался с населением и участвовал в республиканских мероприятиях. Последний раз был в нашей республике в 2011 году. Всегда пользовался популярностью у жителей. Наталья Юрина о неординарном политике. Человек-эпоха, политик-афоризм, государственник и патриот. Всех емких слов и фраз, характеризующих Жириновского, не подобрать. На 76-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся политик, депутат Государственной Думы Владимир Жириновский. Новость о его смерти пришла во время пленарного заседания Госдумы. Только что сообщили, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память. Владимир Жириновский на волне 90-х ворвался в политику и почти сразу стал символом, без которого сложно ее представить. За свою карьеру он неоднократно бывал в Коми. Его визиты освещали газеты и местные телеканалы. У него было всегда свое мнение, высказывался сходу, без какой-либо подготовки, как есть. Вот проблема. Пытаются провести новое районирование и часть регионов исключить из территорий северных, которым положены коэффициенты, надбавки, исчисления пенсии. И люди, которые много лет проработали, оказываются в ущемленном положении. В каждый свой приезд он встречался как с представителями власти, так и с жителями Коми и всегда уделял внимание проблемам народа и порой желаниям. А его умению договариваться с людьми можно было только позавидовать. Хочешь? Хочу. Какой ты хочешь? Какой? Сколько он стоит? 2200. А? 2250. Давай за 1500. Отдай. 1500. Отдашь? Все. Давай быстро мечтай. Хочешь? Все, забирай. Сложно найти политика, который мог запросто в свой рабочий официальный визит скатиться вот так с ледяной горки или встать на лыжи в массовом забеге. Вот такие должны быть дома у каждой семьи. И не строить эти многоэтажные, как говорится, химические коробки. И вот так вот человек и лыжи он покатается, у него тут и интернет пускай стоит, и небольшая машина, может быть, и нормальная мебель, и вот здоровый образ жизни. Вот так все должны жить. Вот. Не то, что вот лыжный стадион молодцы сделали, но хотя бы такие стадионы пускай сделают в каждом субъекте Российской Федерации. Поэтому Коми республике есть чем гордиться. С боевым настроем по жизни, казалось, такую глыбу, как Жириновского, ничто и никто не в силе остановить. Однако в начале февраля этого года политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Состояние было тяжелым. Врачи периодически вводили его в медикаментозный сон. В марте появилась надежда на выздоровление. Депутату Госдумы стало лучше, но справиться с болезнью Владимир Вольфович не смог. Громкие высказывания Жириновского спустя время стали пророческими о президенте США, спецоперации и судьбе Украины. После трагической новости о кончине политика на странице регионального отделения ЛДПР опубликовали некролог в память о лидере партии. Для России Владимир Вольфович был пророком, практически ясновидцем. Он был убежден, что Россия – великая и могучая держава, с потрясающим и сильным народом. У нас нет другого пути, кроме как к победе. И все будет так, как он нам завещал. Мы не сомневаемся, но сегодня его не стало, и сегодня мы будем скорбеть. Наталья Юрина, телеканал Юрган.